19 сентября 2021 года на территории оккупированной Чеченской Республики Ичкерия российскими оккупантами и их приспешниками будет проведен очередной фарс под названием «Выборы главы в единый день голосования», одновременно с выборами в парламент Чеченской Республики, как они его называют, то есть марионетки, и то есть на оккупированной российской охлократией территории Чеченской Республики Ичкерия. Сценарий этого фарса будет следующий. В середине июня марионетки парламент Чеченской Республики официально назначат выборы на единственно возможную дату. Это 19 сентября 2021 года, как единый день голосования. Затем будет официальная публикация решения о назначении фарса. С середины июня и до середины июля, это 55-45 дней до дня голосования, до 18:00. Это период регистрации кандидатов-марионеток. С 21 августа по 17 сентября это период имитации марионетками агитации в средствах массовой информации. 18 сентября это день тишины. 19 сентября это день фарса. Требования к кандидатам-марионеткам, они таковы. В кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать на выборах. Самовыдвижение не допускается. Избран может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет. У кандидата не должно быть гражданства иностранного государства, либо вида на жительство в какой-либо иной стране. С 2013 года кандидат обязан также представить в избирком письменное уведомление о том, что он не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. А это в адрес марионеток. Как напоминание. Сегодняшнему кандидату Владимира Путина стоит не забыть представить свои счета в Швейцарии, в Объединенных Арабских Эмиратах, которые были открыты на имена его подставных лиц. А также не забыть про наличные деньги, 1,2 миллиарда долларов США, 700 миллионов евро и золотые слитки, которые были куплены в Москве его личным представителем. Зная о том, что это фарс, а также показать, что за вами реально никто не стоит, хотя вы это сами знаете, я дам вам следующий диагноз и выскажу свое мнение. Ваше появление, выдвижение, ваши якобы проведенные референдумы и выборы ранее – это всего лишь фарс. И вы это знаете сами. Людей насильно гнали на выборы, людей шантажировали, заставляли голосовать. В общем, вы хотели легализоваться на лжи, крови и страдании чеченского народа. Все вами якобы избранные были ставленниками убийцы чеченского народа Владимира Путина. Точнее, были его куклами и марионетками. И то же самое будет и в дальнейшем, потому что все будет сделано по сценарию Путина. И я скажу с уверенностью, что народ вас не избирал никогда. Если вы в курсе, половина численности нашего народа находится на чужбине. Хотя вы с этим не считаетесь, но они часть чеченского народа, и они уехали из-за вашей лжи и давлений. Сейчас 21 век, и можно сделать так, чтобы каждый смог проголосовать. Я уверен, вы на это не пойдете, потому что вы боитесь этого, так как будет выявлена вся ваша ложь от начала и до конца. Вы боитесь честных выборов, потому что ваш путь основан на лжи и лицемерии. Имея сегодня разные современные технологии, выборы можно было бы провести с каждого гаджета, с iPad, телефона или компьютера. Ну так что, пойдете на это? Список кандидатов, ваших оппонентов, где бы они ни проживали, считайте, уже составлены. Технический вопрос также решаемый, даже международные наблюдатели – это тоже не вопрос. Ну так что, продемонстрируем вашу ложь и фарс. Посмотрим, поддерживает вас народ или нет. И я уверен,
в этот день мир в очередной раз увидит вашу ущербность. Я знаю, вы этого боитесь. И считайте это моим вызовом.